Sabahtan hayırlı olsun sevgili seyirciler. Efirde gün gündem programımız. İsterim söylemen bugün Gagauziyada geçti bir yortulu olay. Nerede kutladılar sporçuları hem trenerleri angaları 2023 yılda kalktılar yüksek basıma halklar arası hem devlet yarışmaklarında. Bu hem başka soruları kaldıracağız bizim programımızda trenerle Balkanyeş kasabasından angısı terbiye eder uşakları judo hem karate uğrunda kazanı Nikolay Petrovich'in. Nikolay Petrovich zaman hayır olsun. Nikolay Petrovich söyleseniz bugün geçti bir büyük oluşum. Olay diyeceğiz Gagauziyada her yıl geçirilir. Mutlu kaldınız hani sizin sporcuları da başkalarını da büyük not aladılar. Ну, это для каждого тренера не только почетно, но и это в процессе тренировочном это подразумевает сам факт того, что тебя награждают, значит, замечены не только твои старания, но и старания твоих учеников. И спортсмен не всегда имеет возможность получить какое-то вознаграждение, в том числе материальное. И такая возможность, которую предоставляет исполком традиционно, это многие годы, она тоже является своего рода хорошим мотиватором для того, чтобы особенно кадеты и мини-кадеты более мотивированы были на то, чтобы выступать не только на внутриреспубликанских соревнованиях и на чемпионатах, но и на международных турнирах, потому что выезд на международные соревнования это всегда довольно финансово обременительно в наше время и для родителей, и для самих тренеров. Поэтому это вполне оправдано, такие мероприятия. Nikolay Petrovich söyleseniz bu oluşa olaya her bir trener yapır çıkışları. Neyle o geldi? Yıl çıkışlarına sizin seksiyonunuz bu yıl ne başarılarla geldi bu olaya? Ну, это это итоги прошлого года, 2023-го. Да. Поэтому в 2023-м именно по дзюдо та группа, кадетов, которые тренируются у нас в секции Балканежской спортивной детской юношеской школы и в клубе у меня по карате, это пока что тот результат, 2 медали на чемпионате страны по дзюдо, это для них неплохой результат. В этом году они выступили гораздо лучше, уже 5 призеров на чемпионате Молдовы по дзюдо, поэтому надеюсь, что в следующем году уже те, кто выступали в этом году на чемпионате и ввиду сложившихся обстоятельств, там, чисто психологических, кто-то не дошел до финальной части, кто-то очень, к сожалению, в этом году много было болезней, такой был сезон, поэтому надеюсь, что в следующем году этот результат будет еще лучше. Главная мотивация для детей, она, к сожалению, это бич современного спорта, особенно детско-юношеского, что мотивированность наших воспитанников, она обусловлена в большей степени внешними факторами. Раньше сам факт занятий единоборствами приветствовался не только в кругу его друзей, там, одноклассников или в школе, но и вообще приветствовался в обществе. Сейчас это не так сильно, даже не то, что поощряется, не является, извините за термин, модным, что ли. То есть детям довольно просто завоевать внимание со стороны своих сверстников через различные там социальные сети, тот же ТикТок и так далее. Поэтому мотивация – это основное, чем сейчас занимаются именно детские тренера. Во взрослых есть, ясно, там он уже готовый спортсмен, и мы с ними не имеем тех проблем именно с мотивацией. То есть они работают и на уровне мира, и Европы, достойно выступают. С детьми чуть посложнее. Nikolay Petrovich bugün söylediler, geçen yıl bizim sporcular kazandılar 200 ödülden ziyade.
Bu diyeceğiz rekord mu olsa varınca taziydi adam. Ne lazım yapma bu iş için? Çünkü görürsen judo, sambo, serbest güreşmesi, Grek-Rim güreşmesi bizde diyeceğiz bizim tradisyonel sport güreşleri. Поэтому и основные как бы медали, значительное количество их и призовых мест именно в этих видах. То есть Гагаузия традиционно сильна в единоборствах. И если действительно со стороны руководства не только Гагаузии, вообще и Молдовы, и вообще городов, муниципиев, все-таки будет чуть больше внимания уделяться материально-технической базе, и не только ей, но и мотивации, обеспечения финансовой тех же сборов и поездок на международные турниры. Я думаю, что это не предел, и вполне могут быть и более серьезные даже результаты, в том числе и на международном уровне. Nikolay Petrovич söylesin, siz de bugün gördük bizim sport okullarında 300'er, 400'er uşak öğrenir. Var 7-8 seksiya. Niçin ki bir seksiyadan yok bizde diyeceğiz Brestan'a çıkanlar? Niçin bir iki sadece voleybol diyeceğiz, taekwondo, başka Makarşkova'da var çok seksiya. Niçin? Trainer savaşır yapma hepsi cina. Ama uşakların hallesince dediniz bugünkü internet teknoloji vakitinde yok kavvetleri gezme. Niyası da yetişme. Нет, ну я вот уже как бы возвращусь к, скажем, сказанному выше о том, что единоборство все-таки у нас традиционно более не просто развито. Есть определенная традиция, в том числе и среди из поколения в поколение передающаяся. И все-таки с игровыми видами спорта это довольно серьезная, нужна материально-техническое обеспечение. И игровые виды спорта, тот же футбол, это все-таки такое серьезное бизнес-сообщество, в котором нужно иметь довольно серьезную материальную базу для того, чтобы развивать его серьезно. Поэтому, конечно же, рваться именно там, как говорится, где дано, там и проявляем себя. Поэтому я не думаю, что нужно зацикливаться на том, что где-то среди каких-то видов спорта не столь значимые результаты. Нужно развивать то, что мы имеем, не потерять, по крайней мере, не то, что мы имеем, потому что те традиции, которые традиционно есть в Гагаузии, главное их не потерять, потому что я уже говорил о том, что мотивированность детей все-таки любые виды единоборств, особенно то, чем мы занимаемся, дзюдо, карате, там, вольная борьба, не имеет значения. Это все-таки очень, по крайней мере, на среднем этапе, очень физически тяжелый труд. И современные дети довольно часто именно на таком среднем этапе после республиканского уровня, где на международный уровень, когда выходишь, там все-таки ежедневные тренировки, они требуют определенного не только склада характера, но и отношения тех же родителей. То есть ясно, что ребенок, который находится в школе там 6-8 часов, и после этого ежедневно еще тренироваться по 2 часа, 2,5 часа ежедневно, то есть он должен практически ставит родителей перед фактом его выбирать или спорт, или продолжать более-менее относительно нормальную учебу. Nikolay Petrovich, ben bilemem siz büyüttünüz değil az şampiyon anıları Rusya devletinde de başka devletlerde de bugün çalışırlar. Söylesiniz şimdi ne kadar sizin seksiyada uşak gelir hem de var mı onların havizleri zanatlanma sportla nice siz bulaysınız o motivasyayı niye o motivasya bularsınız ki onlar tutunsunlar spor uğrunda kalsınlar zalda. Çünkü açan küçük uşak gelir o varınca diyeceğiz çıktığından bir kere diyeceğiz ringa taratığına demi дискуссия, ama bırakıp da gider. Sen nasıl bulma o мотивацией? Ну, здесь очень действительно тонкая грань, когда поэтому мы сдвинули, не только мы, вообще спорт сдвинулся в сторону, мягко говоря, омоложения. То есть если раньше мы брали
как минимум с 10 лет, потом лет 10 назад начали с 6-7 лет. Сейчас многие тренеры берут с 4 лет на тренировки теми же единоборствами. Ясно, что к полноценной программе тренировочного процесса это не то, что не имеет отношения, но там все-таки больше и мы, тренера более старшего поколения, все-таки переходим на то, чтобы значительная часть времени уделяется игровым формам. Через игровые формы маленьких детей, по крайней мере, чтобы он вовлекся в этот вид спорта. Если я вижу, допустим, что мальчишка 7-8 лет, и мы даже таких здесь по Гагаузии мы возим даже таких детей маленьких по самбо, по дзюдо. И если я вижу, что даже выиграв, он в следующее соревнование не особо хочет, потому что соревнование это тяжело, особенно для маленьких детей. Ясно, что мы их не нагоняем, не заставляем, не берем тех, кто еще, допустим, не был. Может, у него и не будет результата, но так, чтобы ротировались они более-менее, сохранить его хотя бы до периода кадетов, где он уже более-менее будет на республике выступать. Других форм таких как бы мы не видим для того, чтобы... Главное, чтобы они сохраняли вот это желание заниматься, даже когда не то, что уже ясно, что любому человеку тяжелый физический труд, особенно детям, он не будет вечно в нем добровольно участвовать. Поэтому здесь большое значение имеет отношение родителей к тому, если уже начали заниматься, и вы выбрали такой вид, продолжайте. Тандем лямосын тренер, она бабахи мушаки, да? Обязательно, без этого никак. Значительная часть, конечно, зависит от того, насколько ребенок талантлив. Но в данный момент большая часть здесь, как в единоборствах, особенно восточные, говорят, тренер, там, сенсей и ученик, они должны найти друг друга. Но при этом еще и важны родители. То есть если родители, со стороны родителей реально серьезная поддержка, даже не в материальном плане, а в плане его поддержки занятиями именно этим видом спорта, это значительно упрощает работу тренеру. Ну, вот как некоторые тренера говорят, есть дети, которые дети uşaklar anglары 2-3 yıldan sonra kazanırlar ilk yerleri. А var uşaklar hani 10 yıldan sonra kazanır ilk yeri ama Европа, dünya çempionatında var mı öyle? Да, это весьма распространенное такое. Söyleme uşağı, hani te o 5-10 yıl gezer sınıflara da onun yok büyük rezultatlar öyle. Çıkışların ona söyleme hani gelecek o vakit açan sende de olacak. Ne bulursunuz de bilete. Старшие, те, кто чемпионы мира, Европы и так далее, те уже давно, которым уже за 30, мягко говоря, некоторым за 40, они тоже приходят, тренируются у нас в клубе. И их личный пример, они тоже часто, я в младшей группе, допустим, рассказываю, и сами те воспитанники, которые тренируются, приходят, они тоже рассказывают, что не удручайся. Допустим, есть некоторые там у меня очень известные там чемпионы мира, Европы, которые в первые свои годы, допустим, даже на республике ничего не брали. Потом то, что называется в профессиональном спорте, выстреливает. То есть он планомерно, ежедневно тренируется, и в результате тот, кто трудится, тот реально достигает в спорте, да не только в спорте, и в жизни так. Встал на рельсы. Ну, за почти 30 с лишним лет уже работаю, поэтому да, сейчас сложнее. Нечем. Ну, само, даже не то, что отношение к тренеру. Пусть многие сейчас, может быть, меня сами тренера поймут, потому что отношение многих родителей и вообще общества к преподавательской деятельности вообще, как некому, извините, как официант в ресторане. То есть я пришел, я привел, я тебе заплатил, ты должен сделать или там... Но это все не так просто, это так не работает. Поэтому сейчас сложнее. Раньше он приходил ко мне уже мотивированным. Этот мальчишка или девчонка, он уже приходил мотивированным. Теперь приходится мне как-то работать над тем, чтобы мотивировать его на дальнейшие занятия. И вообще на занятия единоборством. Потому что единоборство достаточно тяжелый физический
травмоопасный. Ben öyle sayayım hani ileri uşaklar, çocuklar da kızlar da açan sportla zanatlanarlar. Onlar hudulanarlar alemin arasında. Hani de ben sportçuyum. Şimdi Да, вот Йогу, об этом речь. Там мне мои дочери, которые уже вот тоже и призеры Европы и так далее, и тоже сейчас старшая повзрослела, уже не так относится жестко комментирует мою тренерскую деятельность. Но раньше тоже так довольно со слезами на глаза говорили, зачем, за что. gücenmeysiniz mi hani ayırdığınız trener zanatını? Ну, Baktın hani o yıllara geri döndüğünden geri alacaksınız mı uşaklara terbiye etmeyi? Не знаю, наверное. Хотя бы даже ради того, что вот сам факт того, что обе дочери мои, они не только занимались и довольно успешно выступали на международных соревнованиях. И я, следя за их становлением, скажем так, именно личностно, понимаю, что зал борцовский, вообще единоборство дает определенный навык, который потом довольно успешно можно применять в жизни. Сейчас я не имею в виду где-то выйти что-то подраться, это вообще не об этом. Именно настойчивость, трудолюбие, шаг за шагом идти к цели, невзирая на те трудности, которые возникают, иногда даже и поражения. Самый большой опыт, особенно в спорте, это проиграв, найти силы в себе, чтобы вновь тренироваться довольно тяжело и в результате все равно добиться цели. Nikolay Petrovich söylesenize bugün devlet tarafından var mı yardım spor uğruna? Yeter mi, yetişmiyor mu? Ну, сказать, что етмер. Ну, как, здесь не всегда сам факт наличия материальных средств. То есть мы хоть, вот смотрите, небольшая страна, да, та же Молдова и уж тем более Гагаузия, и мы совсем не богатая страна. Но сколько топовых спортсменов, особенно в единоборствах, в мире. Поэтому все-таки моральная поддержка, она, на мой взгляд, не менее важна. Ну тогда, да, и это тоже. Это же не многие гораздо более материально обеспеченные страны, они не могут себе, не имеют такого потенциала. Потихоньку надеемся, и надеюсь, весь тренерский состав надеется на то, что все-таки и материально тоже все-таки уже полегче будет, и более серьезные вливания будут именно в sport. İsterim sormak size, sporcu gelir sizin sektsiya, gelir sport liseye, başarır okulu. Başardığının okulu niçin onlar öte doğru gitmiyorlar sport uğrunda? Belki hani onlar kazanmıyorlar bir şey, çünkü onların yok stajı gitmiyor, onların yok sosyal sigortası. Onlar sayılarınca işsiz insanlar. Так это тоже... Ne lazım, devlet yapsın bu taraftan, hani bizim... Так это об этом и речь, что ясно, что сам факт того, что кто-то принесет и даст ему в конверте там денег или еще как-то, или даже поставит его, допустим, на ту же стипендию, как сборников ставят, ясно, что она небольшая. Но все, вот то, о чем вы сказали, все то, что требуется от государства после того, как он закончит, то должен быть уверен в том, что, не дай бог, если получит травмы или не получится у него с обучением что-то и так далее, он будет, по крайней мере, на каком-то минимальном уровне иметь возможность обеспечить свою семью, свое будущее. Вот это основное, что требуется от государства. Ну, в том числе и медицинское сопровождение. Это очень важно. С этим у нас как раз в Молдове очень слабо. Медицинское сопровождение спортсменов, это вот здесь нужны действительно серьезные деньги.
Siz giderken aşırıya, siz Avrupa çempionatına gittiniz, halklar arası çempionatlara. Görüyorsunuz başka sporcuların onları devlet tarafından var yardım. Diyeceğiz ekipirovka ile diyeceğiz finans tarafından yardım. Ne lazım bizim devlete hata yapmak ki biz de kalkalım o yüksek uğrar. Это такой общий вопрос. Siz nice trenersiniz. Siz içinden bilirsiniz bu işleri. Ne lazım sporculara. Ne Так мы уже, мы уже об этом, мы уже, так это все в комплексе, об этом и речь, что это должно быть действительно комплексно разработанная программа, которая не для какого-то единого вида, одного вида спорта или какого-то направления. Это как государственная программа, я не знаю, даже в советское время, наверное, нельзя сказать, что прям вот тоже было все четко, но, по крайней мере, была возможность просчитать твои возможности и способности твоего спортсмена, и сможет ли, допустим, та же федерация или тот же министерство обеспечить полноценную твою подготовку именно по всем параметрам. Это то же самое, про что я говорил, медицинское сопровождение, его возможность отдыха, его обеспечение материальное и так далее, и так далее. Пока государство не станет реально пока у государства не появится реальная возможность вкладывать серьезные средства в это, требовать от него как-то, Николай Петрович, bugün Nikolay Hırlampech'de Global Sport Klubun başı söyledi. Yani Gagauziyada açılacak yeni bir okul. Diyeceğiz nice Moldova'da var Olimpik rezerv okulu. Bizde de öyle açılacak. Ne kadar o lazım? Очень хорошая инициатива. Я знаю, что Николай Хранович давно бился об этом. И вспомним о том, что действительно спортивный лицей был открыт именно при его непосредственном участии. Поэтому не только я, надеюсь, все тренера приветствуем это. Это значительно облегчит увеличит возможности нашего тренерского состава и вообще самих спортсменов оставаться в пуле, как скажем так, для того, чтобы продолжить свою карьеру и не заканчивать ее там в 19 лет, в 18 лет, в 20, полноценно работать как минимум до 30. Nikolay Pетрович, söyleseniz siz 30 yıl dediniz çalışırsınız trener uğrunda. Anaların, babaların tarafından var mı yardım size? Onların yardımı diyeceğiz kaldırır mı sporcuların uğrunu yukarı? Это все индивидуально. Мы тренера старой школы, у нас нет такого. Сейчас ясно, что молодое поколение, оно более вовлекает больше родителей и так далее. Мы воспитаны так, что это мой труд, моя ответственность, и я не перелагаю эту ответственность на родителей. То есть вы должны мне вот это, то-то, и в результате нет, он пришел ко мне. Те родители, которые самостоятельно имеют желание, допустим, там как-то приезжать на соревнования, что-то, ясно, что мы не препятствуем. Но, если честно, именно вот старая школа наша говорит о том, что присутствие родителей на соревнованиях часто, наоборот, мешает, особенно в единоборствах, потому что, если сам человек не проходил эту школу, не был в единоборстве, не был в большом спорте, то там те его эмоции, которые проявляет он, они отражаются на спортсмене, особенно если он маленький еще, там, до уровня кадета, поэтому... Николай Петрович, siz trener olarak diyeceğiz trainerlar lisede öğretirler bizim uşaklara güreşmeye ya da voleybol oynamaya. Ama onlar ikinci ana baba. Çünkü çok keretince trainerlar söylerler, uşaklar gelirler de çok işlerle pay olurlar, mahsus trainerlar. Sizde böyle olur mu? Siz yarışmalardan sonra oturuyorsunuz mu, yaparsınız mı diyeceğiz yanlışlıkları yasabalırsınız mı? С предыдущими, скажем так, поколениями это было более естественно и более... Не то, что там практиковалось, это вот само собой разумеющееся было. Современные дети, к сожалению, нет, не так. Он еще раз говорю, он приходит
когда он доходит до определенного возрастного уровня и уровня спортивных результатов, да, там уже возникают более такие дружеские отношения. А ну, до этапа кадетов нет, они приходят, ну, извините, он здесь наигрался, ушел. Если дальше, раньше, допустим, они даже, если уходили, говорили там спасибо, сенсей, все, мы уходим, мы, допустим, хотим продолжить где-то там в других видах спорта. Сейчас он может пройти и не поздороваться с вами. Хотя ты в том, не, у тебя твое отношение к этим воспитанникам, оно не меняется. То есть ты нельзя сказать, что с меньшим вниманием относишься к этому поколению, чем к тем. Нет. Тот уровень общего воспитания, который был раньше, он все-таки подразумевал большее доверие родителей тренеру, педагогу и большую требовательность самих родителей к своим детям по отношению к, чтобы с уважением относились к труду тренера, pедagога. Nikolay Petrovic, daha bir soruş. Bugün de gördük, scenada pek çok bizim sporcuları ama trener de gördük. Sizin bakışınıza göre var mı bugün bizde profesyonel trenerler? Ну, смотрите, какие результаты. Конечно, есть. Сами результаты говорят о том, что уровень тренеров неплохой. Bugün yapıldığı çıkışlar 2023 yılda. Bu yılın var mı çıkışlarınız? Neyse çıkışlar hem hangi orada? Ну, есть еще, конечно, сезон не закончен, но пока вот только на то, что в чемпионате Молдовы по дзюдо вот 5 призеров имеем. Niye şimdi hazırlanırsınız? Ну, думаем, если все сложится нормально, со здоровьем и так далее, и поучаствовать, конечно, и в международных соревнованиях. Мы уже говорили ранее о том, что особенно современных детей приводите в спорт. Прежде всего подумайте даже не о том, что он научится там, ясно, что дисциплине и так далее. Здоровье. Вы подумайте о том, насколько будут здоровыми ваши дети через 5 лет, через 10 лет. Nikolay Petrovic, derim söylemeye size çok sağ ol. Dilemeye size iyi başarıları. Siz de daha çok terbiye edersiniz uşakları, daha çok gelsinler sizin zala. Saygılı seyirciler, derim söylemeye bugün bizim programımız yaklaştı sonuna. Bugün spor uğrunda problemler için hem judo spor için Bislavet'teki trenerle Balkanyeş kasabasından Kazan'ın Nikolay Petrovic'le iyi başarılar gelen buluşmalardan.